Председатель Президиума Верховного Совета Петр Васильевич Амосов ведет заседание, на котором обсуждается вопрос о награждении лучших людей Якутии почетными грамотами в связи с 30-летием республики. Среди награжденных 67-летний Михаил Прокофьевич Тарабукин, первооткрыватель Золотого Алдана. Вместе со студентами горного техникума Михаил Прокофьевич пришел на то место, где в 1923 году он обнаружил золото. Там, где был маленький прииск незаметный, вырос золотопромышленный район и центр его – город Алдан. Разными методами вскрываются золотоносные пласты. Струя воды из гидромонитора под большим давлением дробит в самые твердые породы. На другом прииске, богатая золотым песком земля, специальными транспортерами подается из шахт на гора. Здесь работает знатный забойщик Прокофий Васильевич Гуляев, депутат Верховного Совета СССР. Это прииск Верхний Куранах. С самолета видны отвалы породы, намытые драгами. Электрическая драга советской конструкции – целый плавучий завод. В быстром потоке несут реки и ключи Алдана золотоносный песок, и бесконечными рядами ковшей черпает его драга. Михаил Шишлянников руководит драгой номер 73, заменяющий труд 3000 человек. Драгер Нури Губайдуллин подает все больше горной массы на промывку. В огромных вращающихся барабанах происходит отмыв золота от породы. Отработанная порода выбрасывается в отвал. На прииск приехал секретарь Якутского обкома партии Семен Захарович Борисов. Начальник участка Петр Федорович Вырва рассказывает, как горняки повышают добычу золота. Здесь идет приемка золотого песка, намытого драгой. Отсюда песок уйдет на специальные заводы и, освободившись после переплавки от примесей, превратится в плиты благородного металла. Алдан. Первенец золотодобывающей промышленности республики. В 20-е годы охотник-якут Михаил Тарабукин нашел на ключе незаметном богатое месторождение золота. С прииска Незаметной и начался современный Алдан. В 26-м году здесь заработала первая драга. Сегодня ценнейший золотоносный песок перерабатывают современные агрегаты. Мощные самосвалы доставляют его к золотоизвлекательным фабрикам, а рабочим процессом руководит автоматика. Говорит генеральный директор объединения «Якутзолото», герой социалистического труда Тарас Гаврилович Десяткин. За последние годы коллективом объединения «Якутзолото» сделан значительный вклад в увеличение валютного фонда страны. Было выполнено задание 10-й пятилетки по добыче золота, олова, сульмы, вольфрама и серебра. В основных направлениях экономического и социального развития страны, принятых 26-м съездом Коммунистической партии Советского Союза, ставится задача об укреплении сырьевой базы действующих предприятий, совершенствованию технологий добычи и переработки руд и песков. Выполняя эту задачу, все горно-обогатительные комбинаты нашего объединения в 1981 году справились с государственным планом по добыче металла, выполнены задания по перевозкам грузов управлением Якутдортранс и строительно-монтажным работам и вводу объектов управлением Якутцветмедстрой.
В начале века словари писали о Якутии. Фабричная и заводская промышленность отсутствуют, промыслы носят кустарный характер. Сегодня основа экономики республики – горнодобывающая промышленность. Так выглядит золото, добытое из руды. Воистину драгоценный металл, особенно если представить, каким трудом и каким мужеством он добыт. В нем могучий источник повышения экономического потенциала страны.